Обсуждаемая новость недели – назначение нового гендиректора компании «Алмазы Анабара». Напомню, бессменный глава предприятия Матвей Евсеев пошел на повышение, стал вице-президентом «Алроса». О решении объявили еще месяц назад, и с того времени начали ходить слухи о различных кандидатурах на должность. Позже стало известно, что НАП-совет «Алроса» внес кандидатуру первого вице-премьера Павла Маринычева, и решением Совета директоров «Алмаза Анабара» Маринычева накануне назначили новым руководителем предприятия. Безусловно, смена гендиректора в «Алмазах Анабара» вопрос не рядовой. Напомню, компания – одна из самых крупных промышленных предприятий республики и одна из основных плательщиков в бюджет региона. Основная сфера деятельности – геолого-разведочные работы и добыча алмазов. Также компания принимает участие в развитии жизненно важных для республики отраслей. Прежде всего, аграрной и лесоперерабатывающей. При этом «Алмазы Анабара» ежегодно наращивают результаты. Так, в 2015-м был установлен абсолютный рекорд за всю историю холдинга. За год «Алмазы Анабара» и ОАО «Нижнеленская» выполнили план, который составил 5 миллионов 270 тысяч карат. И за счет деятельности двух алмазодобывающих компаний бюджет пополнился на 5 миллиардов рублей. Новый глава компании Павел Маринычев после назначения сказал о приоритетах работы «Алмазов Анабара» в ближайшее будущее. Добавлю, что в правительстве экс-первый вице-премьер курировал вопросы геологии, недропользования, также промышленности, ЖКХ, энергетики и строительства. Я сегодня уже говорил о том, что та политика, которая проводится в компании «Алмазы Анабара», она будет продолжена, имея в виду то, что компания опирается на местные кадры. Считаю это важным не только для самой компании, но и для всей республики. Поэтому, безусловно, это тот приоритет, который сохранится. Точно так же, как и социальная политика, выстроенная в «Алмазах Анабара». Есть стратегия компании «Алроса», в соответствии с которой выстроены производственные программы дочерних предприятий. Такой план есть и в «Алмазах Анабара». Мы будем работать по этому плану, добывать алмазы. Есть определенные задумки относительно того, чтобы параллельно добывать металлы, которые есть в руде. Ранее это было невозможно с точки зрения законодательства. Сейчас законодательство изменилось концептуально. Оно направлено на комплексное извлечение полезных компонентов из руды. Надеемся, что соответствующие нормативно-правовые акты в текущем году выйдут на уровне правительства Российской Федерации. Соответственно, будет возможность увеличивать маржинальность компаний за счет попутной добычи драгоценных металлов.